Ла-5, Ил-2, летающий танк, легендарный самолет П-2, который собирался у нас в Казани. Это те самые самолеты Победы, которые навозили ужас на немецкие эскадрильи. Правда, в виде макетов. Сейчас их собирают школьники. Один из них – Тимур Садыков. Мне очень понравилось собирать модели, запускать их, как они летают. В моих руках легендарный бомбардировщик П-2. И в отличие от других представленных моделей, его конструкция более сложная и более тяжелая. Выполнена она не только из пенопласта, но еще и из фанеры. Вес около 4 килограмм. Если так тяжело весит мини-версия, то сложно представить, сколько будет весить оригинал. Увидеть и даже потрогать этих крылатых красавцев может каждый, а не прямо во дворе школы номер 150. Они летают? Особенно, когда узнаешь, что это делали сами дети. Ну, да, из чего они сделаны, это вообще очень удивляет. Мне очень понравилось. Все самолеты очень красивые. Я мечтала на такой выставке побывать. В нашем селе на центральной площади был установлен памятник труженикам тыла. Это село Танайка Елабужского района. В годы Великой войны колхоз «Красный партизан». Именно здесь установлен памятник У-2. Но не самолету, а скорее местным жителям. Именно они в тяжелые для Красной армии годы собрали 500 000 рублей на строительство легендарных ушек. Немыслимые по тем временам для колхоза деньги. Порой давали последние, потому что знали, такова цена победы. Тыл отказывает себе во всем. Но рубль к рублю, зерно к зерну растет всенародный фонд. Кто сколько мог, а старики-то уж скотину со своего подворья со своего сдали вон мясокомбинат, и деньги эти перечислили. Тогда, в 43-м, Наталье Костиной было всего 15. Рассказывает, что, увидев, как в колхоз прилетели 2 самолета, все перепугались. Только позже люди узнали, это советские пилоты прилетели на новеньких У-2 с благодарственной телеграммой от Сталина. Кстати, в колхозе бойцы задержались. Сломалась их лыжа, частушку сложили, танайские-то. Самолеты прилетели, говорит, на показ, на похвальбу, 3 недели просидели у реки на берегу. Об этой встрече сейчас напоминает даже не фотография, а вот эта картина в сельском музее. Ее написал один из местных жителей, чтобы помнили. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан.